У чеченцев когда-то было три символических предмета: национальный котел, национальная хроника и национальная печать. Все они хранились в Нашахе, в родовой башне Моце-Архой, древнего клана, который был хранителем этих общенациональных чеченских реликвий. Прежде чем говорить о судьбе этих реликвий, необходимо сказать, что они с собой символизировали. А также, когда они были созданы, точнее воссозданы с более древних образцов, национальный котел нес в себе символ национального единения 63 чистокровных чеченских тайпов. На бронзовых полосах, которые были вертикально припаяны к внешней стороне котла, были выбиты названия этих 63 чистокровных чеченских тайпов. По большим праздникам, в дни примирения кровных врагов, или во время заседания Совета страны, Мехкел, котел выносился из боевой башни Моца, и в нем варилось мясо для коллективного обеда, всегда мясо быков. Котел — символ дружной семьи. Национальный котел символизировал, что чеченский народ является единой семьей чистокровных тайпов. Этот котел вместе с национальной хроникой и национальной печатью с XVI века хранился в замке Моцах, когда чеченцы неимоверными усилиями преодолели длившуюся более 100 лет внутреннюю смуту, и создали общенациональное управление, Совет страны. Но враги чеченцев, нечистокровные чеченцы, ненавидели этот национальный котел. Они пытались его разрушить, потому что в их понимании разрушение котла привело бы к разладу самих чистокровных чеченцев. Когда так называемый имам Шамиль совершал поездку по Чечении в 1845 и 6 году, он прибыл со своими войсками-чеченцами в Нашха, и остановился в ауле Чермаха. Здесь нечистокровные донесли Шамилю, что существует национальный котел, единящий чистокровных чеченцев. Шамиль посчитал, что этот котел — символ единства чистых чеченцев, символ их незыблемого единства, может навредить его нарастающей власти в Чечении, поэтому сделал следующий ничтожный и подлый ход. Имам Шамиль, имам в кавычках, попросил хранителей котла вынести его для приготовления пищи войску, с условием, что котел вернут обратно хранителям. Котел привезли к Шамилю, приготовили пищу, но потом, по вероломному приказу Шамиля, который поступил мерзко, цинично и ужасающе подло, два его наиба разрушили котел. Медные пластины, из которых он состоял, были разобраны и брошены в пропасть. Знаменательно, что после разрушения котла военная удача покинула чеченцев. В войсках Шамиля начались раздоры. Раздоры начались и между чеченцами. Шамиль к этому времени уже 56 лет являлся официально имамом Чечении, но с этого времени многие чеченцы пошли против него, и до самого окончания войны, многие чеченские тейпы воевали на два фронта, против Шамиля и против России. Разрушительная для единства народа энергия распри проявилась в разрушении национального котла, а затем породило трагическое событие — поражение в Кавказской войне, точнее русско-чеченской войне, так как войска Шамиля 99% составляли чеченцы, и война шла на территории Чечении, не говоря уже о том, что имамом эту гниду сделали именно чеченцы. Шамиль разрушил национальный котел, где были указаны чистые тейпы. Шамиль пытался уничтожить чистокровных чеченцев, их честь. Он старался перемешать чеченцев с сюли и русскими, потому что только тогда они могли быть его рабами, они могли забыть, кто они на самом деле. Таким образом он хотел внедрить рабская психология аварцев, лакцеев и других народов Дагестана. Разрушение котла — чудовищный акт, осуществленным цинично и подло, направленным на уничтожение чистокровной нации чеченцев, на уничтожение единства настоящих чеченцев, их национальной памяти. Национальная хроника несла в себе символ единения всех поколений чеченцев во времени. Это был пергаментный манускрипт, на странице которого различными системами письма заносились важнейшие события в жизни народа, описывалось его происхождение и родословные чеченских тайпов. Национальная печать, которой скреплялись все важнейшие решения Совета страны, символизировала собой сакральную связь чеченского народа, народа пророка Ноя, с вечностью, с заветом первопредков с Всевышним, которому должно было соответствовать любое постановление Мехкела. Чеченцев в то время было от 3 до 5 миллиона, и у них была территория до Каспийского моря, тогда как дагестанцев вместе взятых было от силы не более 50 тысяч, и жили они в камнистых горах вместе со своими ослами. Но из-за выскочки Шамиля в конце войны чеченцев осталось меньше 100 тысяч, и чеченцы потеряли 90% своей территории, а дагестанцы ничего не потеряли, а наоборот приобрели, потому что они почти все были за русских, и воевали против чеченцев вместе с русскими, в основном против детей, женщин и стариков, ложиться под захватчиками. Это национальная черта дагестанцев,
Они всегда были под кем-то, потому что они прирожденные рабы и останутся ими. И еще, Шамиль сдался русским, как только появилась угроза, что война может перекинуться на территорию Дагестана, сказав: я с войной в Дагестан не пойду, а не для того, чтобы спасти чеченцев от полного уничтожения, как это любит рассказывать Зооверцей. После пленения этот подлец хвастался тем, что сумел уничтожить почти всех чеченцев. Вот его слова: хотя я не смог покорить этот народ, но я оставил там одну лишь траву. После сдачи в плен Шамиль активно начал сотрудничать с русскими, он учил их, как нужно воевать с чеченцами и так далее. Он хорошо знал чеченцев, их местности, что где находятся, по всей видимости он с самого начала работал на них. Шамиль долго и счастливо жил в гареме Александра II и получал большую пенсию, но, к счастью, его ждала незавидная участь. Этот подонок умер позорной смертью по дороге в Медину. Верблюд, на котором он ехал, скинуло его с себя на землю и растоптало. Вот так сдохло это подлое существо.